Пенсионер Александр Игнатьев 24 года жил в доме по улице Рихарда Зорга. От гибели во время пожара спас пес, который лаем разбудил хозяина. Выпрыгнув из окна, он остался жив. Для Александра Ксенофонтовича это не первый опыт спасения от огня. В прошлый год уже 2 раза поджог был. Один раз в июне месяце, второй раз в сентябре. Это явно был поджог. Это было днем. Мы все были дома. Я как раз сидел, обедал. И все успели выскочить. А нынче среди ночи кто разбудит? Сказали, вроде дежавю будут заниматься. И нам точно скажут, кого куда выкинуть. В Якутии с января угли пожарищ не успевают остывать. Больше 110 возгораний за 1,5 месяца. Впрочем, количество пожаров из обычной статистики не сильно выпадает, говорят спасатели. Но число жертв ужасает. Количество погибших людей на пожаре увеличилось на 9 человек или на 90%. В том числе увеличилась гибель детей в 7 раз. Последний страшный случай в Якутске унес жизнь 2 девочек 8-10 лет. Погибли и родители. Идею детского омбудсмена Павла Астахова устанавливать в деревянных домах пожарную сигнализацию в столице пробивали долго. Екатерина Новикова – одна из них. Женщина не понаслышке знает о проблеме погорельцев. Она 18 лет ждет обещанного жилья. Мы хотели, чтобы выделялись хотя бы земельные участки или хотя бы, чтобы устанавливали пожарные сигнализации в домах. Но ни один наш вопрос не был положительно решен. Люди оставались бы живые, не горели бы живьем. Программа оснащения домов сигнализацией реализована в Нерюнгри. Южная столица в числе лидеров по количеству возгораний. Но в печальной статистике ее нет. К причинам возгораний специалисты относят распространенную версию – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов или печей. Мрачную статистику пополняет и употребление спиртного. 1/3 погибших в огне людей находились в состоянии алкогольного опьянения. А в причинах последней трагедии в столице следователям еще предстоит разобраться. Айна Винокурова, Максим Бурцев, Вести.